Добрый день всем! Здравствуйте, коллеги! Я рада приветствовать вас на зональном практикоориентированном семинаре «Трансформация деятельности библиотек, обслуживающих детей и молодежь в новых условиях». Что такое трансформация? Под трансформацией принято понимать такое понятие, как преобразование, превращение, отображение, видоизменение, модификация, вариация, вариант, версия и так далее. Как же это соотносится с нашей библиотечной деятельностью? Прежде всего, это соответствие современным актуальным требованиям, модернизация материально-технической базы, обновление библиотечных фондов, в том числе достижение показателя в 30% по комплектованию детской литературой, наличие программного обеспечения для перехода на цифровые технологии и обязательное повышение квалификации с тем, чтобы соответствовать профессиональному стандарту специалист в области библиотечной информационной деятельности, который будет уже внедряться буквально в этом году. И наш зональный семинар, уважаемые коллеги, я надеюсь, поможет всем вам сориентироваться в требованиях, предъявляемых сегодня библиотечному обслуживанию детей и молодежи. Специалисты нашей библиотеки подготовили выступление в соответствии с направлениями деятельности и теми актуальными задачами, которые стоят сегодня перед всеми нами. Я желаю очень плодотворной работы на нашем семинаре и с удовольствием передаю слово Наталье Валентиновне Громовой, заведующей отделом инновационно-методической и исследовательской работы нашей библиотеки. Тамара Романовна, большое спасибо вам за открытие нашего семинара. Здесь коллеги в чате уже пишут, что у нас есть некоторые технические проблемы. Я думаю, что мы сейчас их успешно решим. И мы благодарим вас, Тамара Романовна, за открытие. И я думаю, что мы программу сегодняшнего мероприятия полностью проведем. И хотелось бы сказать, что сегодня у нас принимают участие специалисты муниципальных общедоступных и детских библиотек Козловского, Мариинско-Посадского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского районов, города Новочебоксарск и Чебоксара. Коллеги, пожалуйста, напишите, сейчас решены ли проблемы. Да, я вижу, что уже идут сообщения о том, что у нас техническая неполадка решена. Тамара Романовна, благодарю вас за ваше выступление, за приветствие наших гостей. Всем хорошего дня и успешной работы. Спасибо вам большое. Коллеги, по программе нашего семинара запланировано выступление главных и ведущих специалистов нашей библиотеки, и наше первое выступление осветит Наталья Николаевна Мисина, заместитель директора. Тема ее звучит так: в едином цифровом измерении требования новой реальности. Наталья Николаевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами становимся очевидцами того, насколько активно цифровые технологии проникают во все виды человеческой деятельности, в том числе, конечно, и библиотечную сферу. Основные тенденции развития библиотечной деятельности получили свое отражение во всех тех документах, которые были опубликованы и приняты в нашей стране, особенно за последние 5 лет. Я предлагаю сделать небольшой обзор. И первый документ, о котором хотела бы поговорить вместе с вами, это, прежде всего, изменение и дополнение в федеральный закон 78 ФЗ о библиотечном деле. Так вот, 24 июня 2016 года в него были внесены очень важные дополнения. Они прежде всего касались создания национальной электронной библиотеки как основы для создания единого российского информационного пространства знаний. И благодаря этому изменению сегодня все государственные и многие публичные библиотеки муниципальные открыли виртуальные читальные залы, предоставляя доступ к электронной коллекции для наших читателей. В 2018 году был издан указ президента Российской Федерации номер 204 от 7 мая о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Чем он нам интересен? Согласно этому указу были разработаны национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», национальный проект «Культура» и ряд других не менее важных документов.
К примеру, национальная программа «Цифровая экономика» предусматривает, наряду с прочим, внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказание приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, включая и те услуги, которые мы вместе с вами, коллеги, оказываем нашему населению, нашим читателям. Цифровыми показателями национального проекта «Культура» выступают следующие. Прежде всего, это, конечно же, число посещений. Оно должно увеличиваться по сравнению с показателем 2017 года на 15% к 2024 году. Следующим индикатором является увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз по отношению к показателю 2017 года. Это, конечно, должно быть обращение к цифровым ресурсам. Это и онлайн-трансляции, и, конечно же, гиды с дополненной реальностью. При этом должно возрасти и количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале про культуру РФ, о чем мы чуть позже поговорим. А структура национального проекта представлена на слайде, который вы видите, и в него входит федеральный проект «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Среди задач проекта – обеспечение развития муниципальных библиотек, повышение квалификации, подготовка кадров, поддержка и развитие добровольческих движений, ускоренное внедрение цифровых технологий. Так вот, благодаря национальному проекту «Культура» в прошлом году были созданы 4 библиотеки нового поколения. Как вы знаете, это Кшавская библиотека Чебоксарского района, Башесундырская библиотека Маргаушского района, Центральная районная библиотека города Мариинский Посад, Тарханская библиотека Шумерлинского района. И кроме этого, в рамках пилотного проекта библиотеки нового поколения в новом качестве была открыта библиотека имени Валентины Чаплиной, объединение библиотек города Чебоксары. И обновленные библиотеки, как вы уже могли убедиться, стали действительно многофункциональными, культурными пространствами с возможностями для интеллектуального, творческого развития личности, местом притяжения для населения, способным удовлетворить любые информационные потребности наших читателей. В рамках реализации национального проекта «Культура» до 2024 года предусматривает создание 12 муниципальных библиотек нового поколения. И задача по увеличению количества общедоступных библиотек соответствующим требованиям федерального, республиканского модельного стандарта продублирована и поставлена также в стратегии развития государственной культурной политики Чувашской республики до 2024 года. Поэтому, коллеги, я призываю вас активнее участвовать в конкурсном отборе в рамках национального проекта «Культура». Уверена, что опыт уже созданных и действующих библиотек вас вдохновил. И при этом я также призываю вас учитывать тот факт, что глава нашей республики Олег Алексеевич Николаев поручил в обязательном порядке при создании библиотек, при их модернизации учитывать самобытные особенности нашей культуры при оформлении библиотек, организации деятельности. И также говоря об индикаторах, также хочу отметить, что в письме Минкультуры Чувашии от 29 января 2021 года по итогам работы на портале про культуру РФ извещается о необходимости регулярного, не менее 2 раз в неделю, размещения информации учреждений культуры на указанном портале. Почему это необходимо? Так как количество размещенных событий, анонсов, трансляций на портале про культуру РФ является одним из индикаторов цифровизации региона в сфере культуры. Поэтому я призываю вас активизировать работу и размещать события, анонсы и трансляции на данном портале. Для сравнения просто хочу сказать, что ежедневно в режиме реального времени здесь определяется уровень цифровизации регионов России, и ежегодно сотрудники более 20 тысяч учреждений культуры из 85 регионов размещают более 200 тысяч событий. А анализ виртуального присутствия Чувашии на данном ресурсе показывает, что лишь 53 библиотеки из 487 создали здесь свои аккаунты. Поэтому нам необходимо усилить работу в данном направлении. Несколько слов и о волонтерских добровольческих движениях.
Как вы знаете, в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» действует программа «Волонтеры культуры». Она также предусматривает несколько индикаторов, так, к примеру, ежегодное увеличение числа волонтеров культуры, задействованных в библиотечной жизни, в общественной составляет от 50 до 70 и выше человек. Это те волонтеры, которые должны быть и зарегистрировались на портале добро.ру, бывший портал добровольцы.рф. Вот. И как рекомендует Минкультуры Чувашии, ежегодный прирост этого показателя должен составить не менее 2% от общей численности населения. Далее, следующий документ. 21 июля 2020 года был опубликован указ президента Российской Федерации о национальных целях развития России до 2030 года. В нем были определены основные цели и задачи реализации стратегических национальных приоритетов государственной культурной политики, включающие, помимо всего прочего, обратите внимание на слайд, прежде всего, возможности для самореализации и развития талантов и цифровую трансформацию. В рамках первого направления были предусмотрены несколько индикаторов. В том числе, еще раз вот вы видите, продублирован показатель увеличения доли граждан, занимающихся волонтерской добровольческой деятельностью и вовлеченных в деятельность волонтерских движений. И обратите внимание, тут процент стоит более высокий, то есть до 15%. Это имеется в виду от числа всего населения. И, конечно, увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по отношению с показателем 2019 года и ряд других. Что касается цифровой трансформации, то ее результатом должны выступить и в том числе увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%. И продолжая обзор правовых документов, перейдем к региональным изданиям. И прежде всего стратегии развития государственной культурной политики Чувашской Республики до 2024 года. Основными мероприятиями, реализовать которые предстоит библиотекам, выступают это модернизация портала культурного наследия Чувашии, представление документального наследия в общероссийском информационном пространстве, автоматизация библиотечных процессов путем внедрения технологии радиочастотной идентификации документов и цифровизация процессов библиотечного обслуживания в государственных библиотеках. Как вы видите, все эти крупнейшие направления работы связаны прежде всего с деятельностью государственных библиотек и им же адресованы. Поэтому на данном этапе перед муниципальными библиотеками ставится не менее важная задача – это модернизация библиотечного пространства и организация повышения квалификации библиотечных специалистов на базе федеральных центров непрерывного образования. Далее, в качестве ожидаемых результатов выступают это ежегодное обновление фондов литературы для детей и юношества, обратите внимание, до 30%, и этот показатель и индикатор должен быть главенствующим. Далее, увеличение доли дистанционных библиотечных услуг до 10% и увеличение доли муниципальных библиотек, соответствующих модельным стандартам, в том числе в городе Чебоксары, до 100%. Ряд направлений деятельности продублирован и в стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Приоритетные направления отражены на слайде, поэтому повторять не буду, а пока вы его изучаете, отмечу, что цифровая экономика вносит свои изменения в библиотечную деятельность. И они отражаются, конечно же, формирование виртуального пространства. Многие библиотеки создают виртуальные сообщества. Так и наша библиотека в социальных сетях создала виртуальные сообщества, группы, участниками которых могут стать все читатели, библиотечные специалисты, ну и просто все те, кому интересно книги, чтение, детская литература. Далее, в прошлом году мы с вами вместе, коллеги, в дни летних школьных каникул, во время самоизоляции, открыли виртуальный читальный зал ВКонтакте для наших читателей.
вот, проводя онлайн-марафоны, акции различные. Затем цифровая экономика усилила и создание цифровой инфраструктуры. Были созданы электронные библиотеки, формируются, продолжили формирование электронные журналы, архивы. Так и в прошлом году в рамках проекта, поддержанного грантом президента Российской Федерации для поддержки проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства, коллективом нашей библиотеки была создана электронная библиотека писателей Чувашии детям, о которой вы чуть позже подробнее услышите. Ну и, конечно, мы все активнее вместе с вами внедряем облачные технологии. Если ранее мы использовали их для ведения служебной документации, обменом информацией аналитического характера, то сейчас мы их активнее используем для работы с читателями, обслуживания их. И, конечно, все шире используем различные мобильные приложения, устройства для продвижения книги. Цифровизация оказала очень серьезное влияние и на книжные форматы. Как вы знаете, сейчас очень популярны и набирают все больше популярность книги с дополненной реальностью в формате 3D, 4D. Вот. Наши специалисты в рамках программы семинара сегодня вам представят также рекомендации в части реализации нескольких региональных проектов, которые касаются объявления в Чувашской Республике 2021 года годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского, Казанского оборонительных рубежей, указа о Дне чувашской вышивки. И, конечно, проекты подпрограммы сохранения, изучения, развития чувашского языка в рамках государственной программы Чувашской Республики развития культуры и туризма на 2021-2025 годы. В определенной степени сохранению и развитию чувашского языка призвана способствовать и наша электронная библиотека писателей Чувашии детям. И как видно, быстрый темп проникновения цифровых технологий во все сферы жизни современного общества, изменение способов производства и потребления информации влечет за собой изменения и модели информационно-библиотечного обслуживания пользователей. С одной стороны, библиотеки остаются хранителями накопленных знаний в традиционном бумажном формате, а с другой, стремительно развивающиеся процессы цифровизации требуют от библиотек разработки и внедрения принципиально новых форматов и методов работы. Нормой сейчас стало проведение в онлайн-формате фестивалей, акций, конкурсов, прямых трансляций, прохождение дистанционного обучения. Я уверена, что это направление получит еще большее развитие, поэтому рекомендую его активнее развивать и привлекать к этому и ваших читателей. Говоря о читателях, хочется также буквально пробежаться, перечислить все эти формы, которые мы используем в работе с ними. Для малышей мы обучаем цифровой грамотности. Детей и подростков привлекаем к творчеству в цифровом пространстве. Погружаем в контекст книги через говорящие аватары персонажей. И обратите внимание, на слайде вы увидите QR-коды, наведя ваши гаджеты, смартфоны и планшет, на которые вы по ссылочке перейдете на те ресурсы, которые содержат образцы этих форм или же методические рекомендации по их созданию. Далее, вместе с нашими коллегами мы разъясняем непонятное через создание интерактивных словариков. Учим более внимательно через облака слов, быть более внимательным через облако слов и самых важных слов в книге. Расширяем кругозор, создавая виртуальные путешествия персонажей книг. Обучаем коммуникации, создавая онлайн-викторины. Учим реализовывать творческие идеи через иллюстрированные аудиозаписи. Визуализируем прочитанные посредством создания книг видео в страйбинге. Упаковываем смыслы через инфографику. А также цитируем в социальной сети строки из книг. И, конечно же, развиваем ответственность при работе в команде. И, подводя итоги, можно уверенностью сказать, что следствием цифровой трансформации библиотек должен стать перевод основных библиотечных процессов на цифровые технологии, формирование цифровой среды библиотеки, которая ориентирована на потребности различных групп населения. Кроме этого, формирование у IT-сообщества отношений к библиотеке как к полноправному и перспективному партнеру. И, конечно же, встраивание в библиотеки в цифровую инфраструктуру территории.
На этом, уважаемые коллеги, я хотела бы завершить свое выступление. Благодарю вас за внимание, и если возникнут вопросы, я готова ответить. Спасибо, Наталья Николаевна, за такое широкое и подробное освещение темы. Коллеги, Наталья Николаевна пригласила уже вас задавать вопросы, у нас действует чат. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы, не только по теме нашего сегодняшнего семинара. И я думаю, что мы в конце нашего семинара обязательно еще раз увидим Наталью Николаевну с тем, чтобы подвести итоги мероприятия и ответить на ваши вопросы, которые будут возникать. Наталья Николаевна, благодарим вас за ваше выступление. И, коллеги, обращаю ваше внимание, что сегодня неоднократно будет звучать аббревиатура «Электронная библиотека писателей Чувашии детям», о которой Наталья Николаевна уже говорила. Да, это большой проект, над которым работала наша библиотека, весь коллектив в прошлом году. Документально мы этот проект завершили, но работа продолжается, она будет вестись и в течение этого года, и в последующие годы. И этот электронный ресурс мы представляли на секции детских библиотек в Национальной библиотеке, когда было совещание руководителей. Я думаю, кто-то уже знаком с электронной библиотекой. Для тех, кто, может быть, впервые сегодня услышит эту информацию, хочу сказать, что мы приглашаем к сотрудничеству, о чем сейчас будет говорить заведующая информационно-библиографическим отделом Наталья Анатольевна Петроградская. И это сотрудничество имеет некоторые моменты, некоторые условия, о которых мы сейчас в том числе и услышим. Наталья Анатольевна, вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! В прошлом году в рамках реализации проекта, ставшего победителем конкурса грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, специалистами Чувашской республиканской детской юношеской библиотеки создана электронная библиотека писателей Чувашии детям. Сегодня в коллекции электронной библиотеки «Писатели Чувашии детям» представлены наиболее значимые произведения для детей литературного наследия Чувашской республики. Посетителям библиотеки доступны 1823 произведения 80 чувашских писателей и поэтов в текстовом, а также 150 произведений в аудиоформатах. Вниманию пользователей предлагается для онлайн-чтения оцифрованные тексты произведений как на русском, так и на чувашском, а в ряде изданий на английском языках. Для удобства пользования произведения сгруппированы по нескольким разделам. Первый раздел – периодизация. Внутренняя группировка по периодам развития чувашской детской литературы. Устное народное творчество содержит произведения для детей дошкольного и начального школьного возраста. Это загадки, пословицы, поговорки, песни, потешки, прибаутки, сказки, мифы, легенды и предания чувашского народа, а также в том числе в авторском изложенные чувашскими писателями. Произведения известных чувашских писателей и поэтов разных времен представлены в алфавите авторов в 3 подразделах. Конец 19-го, начало 20 веков, 20 век, конец 20 и начало 21 веков. С творчеством начинающих писателей и поэтов Чувашской республики, участников и победителей республиканского конкурса литературного творчества молодых, открываем новые имена за всю историю его существования, можно ознакомиться в одноименном подразделе. Лучшая книжная продукция для детей, изданная в Чувашии за текущий год, отражена в подразделе «Книжные новинки». Раздел «Авторы». Авторы представлены в алфавитном порядке. Открывая страницу писателя, вы можете ознакомиться с его биографией, с библиографическим списком литературы о жизни и творчестве, узнать, какие он произведения написал. В разделе «Жанры» произведения, вошедшие в электронную библиотеку, размещены по жанрам. Это мифы, легенды и предания, загадки, пословицы и поговорки, песни, потешки, прибаутки, сказки, стихотворения, поэмы, рассказы, повести, романы. Произведения также мы разместили в алфавитном порядке. Раздел «Почитаем». Для удобства тексты представлены в популярных для чтения форматах, таких как FB2, Word, тексты. Имеется возможность сделать репосты понравившихся стихотворений, сказок и рассказов в социальных сетях. Кроме этого, текст можно скачать. Одновременно на каждой странице есть возможность поиска по автору или по названию произведения. Помимо текста произведений, здесь есть возможность ознакомиться с книгой, с ее иллюстрациями, списком литературы об авторе и его биографией.
Любителям аудиокниг представлен интересный раздел «Послушаем», в котором собраны аудиозаписи произведений для детей, озвученных как авторами, так и ведущими специалистами Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. Поразмышлять о прочитанном и проявить свои творческие способности позволит интерактивный раздел «Поиграем». Внутри данного раздела представлены раскраски, пазлы и кроссворды, более подробно о них. В разделе «Раскраски» собраны раскраски разной сложности, что позволяет подобрать лучший вариант в зависимости от возраста ребенка. Специально подобраны картинки, отражающие чувашский колорит. Почти на каждой картинке вы можете увидеть элемент чувашской вышивки, чувашского костюма. Каждая картина – фрагмент книг известных мастеров слова. В данном разделе «Помощь в работе» имеется инструкция для активизации раскраски. Есть главные требования: необходимо активировать флеш-плеер. Собрать виртуальные пазлы, изображающие книги писателей и поэтов Чувашии, можно в подразделе «Пазлы». Пазлы также отражают чувашский колорит, чувашскую культуру. Специально подобранные картинки представляют собой элементы чувашского народного костюма, чувашской вышивки. При необходимости оригинал картинки можно вытащить на экран или же данную картинку поставить на задний фон. Кроме этого, на свой вкус можно менять фон. При необходимости можно вызвать помощь. Полученным результатом также можно поделиться в социальных сетях. Подраздел кроссворда. На сегодняшний день представлено 2 кроссворда на русском и на чувашском языках. Кроссворды будут дополняться, в планах у нас тематические кроссворды. Электронная библиотека доступна через интернет. Она адаптирована для слабовидящих и для чтения с мобильных телефонов, смартфонов и планшетов. Доступ к электронной библиотеке для пользователей сети интернет осуществляется в соответствии с действующим законодательством об авторском праве. Надеемся, что электронная библиотека писателей Чувашии детям станет позитивным контентом для семейного досуга, будет способствовать формированию нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности ребенка и, конечно же, поможет решить проблемы с комплектованием. Будем рады конструктивным предложениям, дружеским советам по дальнейшему развитию электронной библиотеки. Мы готовы к сотрудничеству. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Наталья Анатольевна, спасибо вам за представление нашего электронного ресурса. Мы все поняли правильно вас, что сейчас нашу электронную библиотеку мы можем найти на сайте нашей библиотеки, да? Да, все правильно. Да, в баннере, специальный баннер есть, он заметен, виден, на главной странице находится. Коллеги, у нас есть, Наталья Анатольевна, вопрос. Он звучит следующим образом. Скажите, пожалуйста, какие условия включения автора в вашу электронную библиотеку? Да, мы, конечно, открыты сотрудничеству, но мы очень рады. Спасибо за такой вопрос, но все равно есть какие-то ограничения, поэтому убедительная просьба связаться с специалистами нашей библиотеки, а все контакты у нас представлены на официальном сайте нашей библиотеки. Но все это делается, вот Наталья Анатольевна уже говорила, в соответствии с законодательством об авторском праве. Все договора оформляются самым необходимым образом, так ведь? И еще, коллеги, мы уже проводим 4-й зональный практикоориентированный семинар, и всегда во время выступления Натальи Анатольевны поднимаем такую тему, как представление национальной электронной детской библиотеки на сайтах наших централизованных библиотечных систем. Я уже сказала о том, что у нас присутствуют здесь ЦБС, представители ЦБС Козловского, Мариинско-Посадского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского районов, городов Новочебоксарск и Чебоксары. Дело в том, что, как правило, на сайтах наших централизованных библиотечных систем есть некие ссылки, может быть, какие-то баннеры, для того, чтобы наши пользователи смогли спокойно и оперативно выйти на национальную электронную библиотеку. Что касается представления вот на сайтах данных ЦБС национальной электронной детской библиотеки, у всех ли присутствует такая ссылка для того, чтобы дети могли беспрепятственно и также оперативно, как наши взрослые пользователи, выйти на тот ресурс, который им необходим? Да, готовясь к сегодняшнему мероприятию, я специально прошлась по сайтам
просмотрела, и, к сожалению, похвастаться, наверное, нечем. Я могу отметить только Урмарский район. Уважаемые коллеги, Национальная электронная детская библиотека – это уникальная библиотека, и она создана для равного доступа для всех пользователей. Поэтому убедительная просьба всем на своих сайтах разместить прямую ссылку на Национальную электронную детскую библиотеку. То есть это равноправные национальные электронные ресурсы, которые мы не имеем права каким-то образом не то что замалчивать, но, может быть, у вас не хватило времени или каких-то других технических возможностей. Мы также понимаем, что сайты – это не безразмерная схема представления информации. Но так или иначе, коллеги, мы обращаемся к вам с просьбой представить Национальную электронную детскую библиотеку таким же образом, как это сделано с Национальной электронной библиотекой. Спасибо вам за понимание, за те рекомендации, которые сейчас прозвучали. Наталья Анатольевна, я вас благодарю. Спасибо вам большое. И переходя к следующей теме нашего выступления, мы, конечно, прошлый год с вами провели, скажем так, в разных плоскостях нашего библиотечного обслуживания пользователей. Это были и офлайн мероприятия, и онлайн мероприятия. Библиотеки достаточно хорошо вписались в социальные сети. Да. Многие из нас умели так оперативно переформатироваться, что действительно стали набирать тысячные аудитории. Да, там и есть примеры, в том числе и по Чувашской республике. И сейчас выступление заведующего сектором иностранной литературы Алены Альбертовны Ларионовой прозвучат некоторые рекомендации по ведению аккаунтов библиотек в социальных сетях и принципах создания контента, а также о способах расширения аудитории. Алена Альбертовна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, сегодня практически у каждого, и у ребенка, и у взрослого есть аккаунт в социальных сетях, причем много аккаунтов это может быть. И мы все понимаем, что интернет-пространство – это хорошая возможность для привлечения новых читателей в нашей библиотеке. Но, конечно, пользоваться такими технологиями тоже нужно уметь правильно. И большинство библиотек, так или иначе, мы уже представлены в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Ютубе. То есть, в принципе, довольно широко представлен. И аккаунт библиотеки в социальных сетях, как правило, служит нам средством массовой информации. То есть мы выкладываем туда какие-то видеозаписи, анонсируем какие-то события, но чаще всего просто отчитываемся об уже проведенных мероприятиях. Причем используя прямой кросспостинг с официальной страницы. И так сталкиваемся с отсутствием новых подписчиков, лайков, репостов и прочее. И у нас не получается таким образом, то есть через социальные сети, привлечь новых читателей непосредственно в саму библиотеку. Тогда как существуют вполне конкретные принципы создания контента, то есть содержания нашего библиотечного аккаунта, чтобы она была привлекательной и вела трафик в библиотеку. Наибольшей популярностью среди наших библиотек пользуются социальные сети ВКонтакте, Инстаграм и Ютуб, поэтому, говоря о способах расширения контента и привлечения аудитории новой, я буду опираться именно на эти платформы. При одновременном ведении страниц на разных площадках рекомендуется делить информацию. Длинные видеоролики, видеообзоры, трансляции семинаров, записи участников каких-то конкурсов лучше размещать на YouTube-канале и делиться соответствующими ссылками на смежных библиотечных аккаунтах. Таким образом мы получим возможность и обратить внимание на эту запись и увеличить просмотры непосредственно на самом YouTube-канале. Что касается ВКонтакте, то она считается универсальной социальной сетью, то есть она дает широкие мультимедийные возможности наряду с YouTube и Instagram. Но здесь все-таки предпочтительнее размещать какие-то текстовые посты, интересные заметки, книжные обзоры, материалы для скачивания, распечатки, какие-то анонсы, объявления и фотоотчеты. Что касается Instagram, то здесь приветствуется какая-то очень короткая, но очень эффектная информация с красивой картинкой и видеоролики длиной не более 1 минуты. Исключение здесь могут составить только какие-то сохраненные прямые эфиры. Ну и, конечно, сторис. Ну и нужно сказать, что сторис – это главная фишка Instagram
платформы. Нужно отметить, что сегодня ВКонтакте появилась возможность и создания коротких клипов, и размещения сторис, точно так же, как в Инстаграм. Более того, он может служить и видеохостингом наряду с YouTube. Но нужно понимать, что ВКонтакте создает эти возможности сервиса не для того, чтобы скопировать чужие идеи, а потому что аудитория ВКонтакте, Инстаграм, YouTube или Фейсбука, например, это совершенно разные люди, это совершенно разные потребности, то есть у этих людей, которые там сидят. Но и нужно понимать, что аудитория Инстаграма и YouTube гораздо шире, чем аудитория ВКонтакте. Без привлекательных видео и фотоматериалов поддерживать активность и развивать аудиторию профиля ни на одной из платформ не получится. Существует, конечно, и технический нюанс. Без смартфона вести аккаунт в Инстаграме довольно проблематично. То есть с ноутбука или персонального компьютера это сделать сложно. Нужно будет установить дополнительный Android-эмулятор. И смартфон все-таки это предмет личного пользования. И ваш библиотечный аккаунт будет привязан к личной вашей Инстаграм-странице, что, конечно, накладывает определенные дополнительные обязательства. Ну а ВКонтакте и YouTube в этом смысле вести проще. То есть любой человек, который знает логин и пароль от вашего канала или от вашего аккаунта, может там обновлять информацию. Важно помнить, что библиотека в социальных сетях – это место для общения с нашими читателями, друзьями в библиотеке. Поэтому при создании контента следует избегать какого-то очень официального стиля и не увлекаться прямым копированием с официальных сайтов. Нужно писать какие-то понятные, простые тексты, которые подразумевают рассуждения в комментариях. Хорошо здесь работают интерактивные посты, которые вовлекают пользователей что-то написать в комментариях, что-то угадать, например, или что-то такое узнать, что мотивирует их это перепостить. То есть не нужно стесняться того, чтобы прямым текстом в посте попросить лайкнуть, попросить перепостить, попросить сохранить и так далее. Сообщения, которые не содержат изображения, анимации и видео, естественно, имеют низкие показатели вовлеченности и получают довольно мало реакций. В текстах нужно стараться применять смайлики. И если есть необходимость поделиться серией, большой серией фотографий, то в посте лучше разместить одну-две и сделать гиперссылку на весь остальной фотоальбом. В своей работе с социальными сетями нужно использовать сторис для большей наглядности, так как пользователи, согласно исследованиям, смотрят именно сторис, а не посты. И, конечно, пользователи настроены на то, чтобы делиться именно какими-то видеороликами, чем текстовыми статьями. Но нужно помнить, что сторис автоматически удаляются через 24 часа. Контент аккаунта библиотеки не должен замыкаться в пространстве одной организации. В мире происходит очень много разных событий, которые влияют на нашу с вами деятельность в том числе. И имеет смысл регулярно также читать посты аккаунтов, которые имеют смежную какую-то тематику. Нужно подписаться на своих друзей, на страницы других библиотек, других ЦБС, в том числе зарубежных библиотек, и даже делиться их информацией в том случае, если это целесообразно. Ну и, конечно, стараться применять хэштеги, потому что они позволяют нам выделить главное, сделать какой-то акцент. О представительстве библиотеки в социальных сетях также следует постоянно и везде рассказывать. Информация эта должна быть размещена на всех стендах, на собственной издательской продукции, на визитках библиотеки и прочее. Можно распечатать, например, такие небольшие вкладыши с изображениями QR-кодов ваших аккаунтов разных, сайта вашего в том числе, и вкладывать в каждую выдаваемую вами книгу. Аккаунты социальных сетей, конечно, должны быть в этом случае, ну вообще в любом случае, должны быть соединены между собой перекрестными ссылками, чтобы пользователь легко мог
переходить с одной социальной сети на другую, с одного сайта на другой. Старайтесь вносить разнообразие в контент. Для переключения внимания пользователей среди 3-4 каких-то образовательных, информационных или познавательных постов размещайте какие-то развлекательные материалы. Например, какую-то веселую смешную картинку с какой-то мотивирующей цитатой, например, и прочее. Поддерживайте постоянный контакт с вашими пользователями и оперативно отвечайте на их вопросы или на их комментарии. Чтобы упростить себе работу, нужно создать контент-план, в котором будут отображены примерные темы и даты выхода публикаций в ваших сообществах. Это поможет серьезно так систематизировать работу. Но не старайтесь перегружать ленту большим количеством постов, ну и, конечно, избегать длительных пауз, стараться размещать хотя бы один пост в день. В социальных сетях для отложенного размещения контента на странице существуют специальные механизмы. Здесь вот в этой презентации, на этом слайде можно будет вы сможете скачать уже готовый контент-план. Он рассчитан на 2 недели, с понедельника по пятницу. Первая неделя она посвящена такому больше развлекательному контенту, а вторая больше информационно-образовательному. Конечно, это все можно комбинировать. Ну, я считаю, что это очень полезный готовый контент-план. Чтобы привлечь новую аудиторию и повысить активность в комментариях, можно устраивать конкурсы, тематические викторины, игры, как в виде поста, так и в сторис. Можно использовать формат, где в комментариях нужно отметить друга, чтобы принять участие в конкурсе, и в условии требования подписаться на страницу вашей библиотеки. Также можно устраивать какие-то конкурсы, разыграть бесплатный годовой абонемент или бесплатное посещение какого-то платного мастер-класса, например. Кроме конкурсов, можно предложить литературную загадку, решить ребус и записать ответы в комментариях к посту или в специальном окошечке в сторис. Еще один вариант интерактива – это гадание по страницам книги. Также можно создавать и специальные подборки книг для определенной аудитории. Например, предлагать подборки согласно знаку зодиака, профессии, возрасту или каким-то интересам. Подборка – это хороший способ заставить пользователя сохранить этот пост у себя в закладках. Юмор и скетчи, контент для библиотеки, конечно, довольно неожиданный, но очень живой и всегда приветствуется на ура. Нужно стараться показать открытость наших библиотек, то есть размещать какие-то закадровые, например, фото и видео каких-то рабочих процессов и постоянно напоминать о себе. Оффлайн мероприятия в библиотеке, какие-то выставки, часы, уроки, лекции, семинары тоже нужно анонсировать в социальных сетях, чтобы привлечь внимание подписчиков на события или напомнить им о мероприятии за неделю или за несколько дней. Для анонсов, конечно, лучше выбирать сторис, а для поста лучше что-то более существенное, то есть более подробно рассказать о выставке, более подробно рассказать о приглашенных каких-то гостях. Мероприятие можно постить в сторис также в формате репортажа. То есть, кто сейчас пришел, сколько человек уже собралось, кто именно сейчас выступает. И при этом эти сторис не должны быть какими-то суперинформативными. Наша задача просто привлечь внимание к происходящему в библиотеке. Поступление новой партии книг в фонд библиотеки – это, конечно, тоже событие. Про это нужно рассказывать, и этот контент – это именно то, что ведет людей в библиотеку. Книги можно фотографировать как вместе, так и по отдельности. Можно публиковать и в сторис, и в ленту. И обзор книги можно делать не только в формате какого-то текста, но в том числе и в видео формате. Только не забывайте, что в Instagram, например, приветствуется вертикальное видео.
Также для формата видео подходит чтение отрывков из книг, каких-то стихотворений, например. Но постарайтесь под такими постами обязательно завязать разговор, чтобы он просто не прошел мимо пользователя. В рамках образовательного контента можно рассказывать биографии писателей. Например, мы рассказываем о жизни и творчестве писателей в таком необычном, скажем, формате во время онлайн-гаданий в рубрике «Библиоракул». Присоединяйтесь к нам. И если есть в библиотеке какие-то редкие букинистические издания, то, конечно, о них обязательно нужно рассказывать. Также для охвата какой-то широкой темы подойдут интервью с приглашенными гостями, с сотрудниками библиотеки и даже с вашими постоянными читателями. Их можно подавать как в видеоформате, так и в формате поста, текстового поста. И нужно понимать, что идеи для контента можно брать и за пределами библиотеки. Например, если выходит какой-то новый фильм, и он снят по книге, то вы можете легко рассказать про первый источник. И, конечно, нам нужно постоянно при публикации чего угодно, постоянно призывать к действию, потому что каждая публикация должна иметь какую-то цель. Это либо лайки, либо подписчики, либо перепосты. И в финале поста лучше задавать конкретные вопросы, на которые требуется ответить подписчику, и написать конкретно, что именно требуется от пользователя социальной сети. Но при этом мы, конечно, убеждены в том, что самое главное в погоне за лайками, подписчиками, перепостами и прочее, самое главное – это книга и фонд вашей библиотеки. Это всегда должно быть на первом месте. Ну, а здесь вы можете ознакомиться с ссылками на статьи, которые помогут вам более комплексно и более так профессионально подходить к ведению каких-то ваших аккаунтов в социальных сетях. Спасибо. Алена Альбертовна, спасибо вам большое. Я вижу, что в нашем чате есть вопросы. Но прежде чем мы перейдем вот к этим вопросам, ну, тот вопрос, который, наверное, мы обсуждали на всех наших зональных семинарах. Если библиотека еще никак не представлена, нет аккаунта, не создано, с чего начать? Вот мы уже говорили о том, что, в принципе, каждый человек уже имеет свой отдельный личный аккаунт. И, возможно, у вас он тоже есть. И поэтому начните с той социальной сети, которая вам знакома. Будь то Инстаграм, будь то ВКонтакте или Одноклассники. Только не забывайте рассказывать о том, что у вас есть библиотечный аккаунт вашим читателям. Ну, вот мы уже говорили об этом. Можно раздавать визитки с изображениями QR-кодов и прочее. Либо, если вы никак не... Ну, то есть у вас нет личной страницы, то в этом случае вы можете поспрашивать у ваших читателей, в каких социальных сетях сидят они. То есть, если все ваши читатели находятся в Одноклассниках, нет смысла заводить аккаунт в ВКонтакте, например. Вот. Но завести аккаунт нужно обязательно. И вот такой вопрос от наших продвинутых коллег. Набирает, конечно, популярность такая сеть, как TikTok. И вопрос следующий. Как вы считаете, может ли библиотека завести страницу в ТикТоке? И как дополнение, будет ли это целесообразно? Я считаю, что представительство библиотеки в любой из социальных сетей сегодня существующих, оно целесообразно. Потому что представительство библиотеки в любой социальной сети, еще раз повторюсь, это повод и возможность внести в контент вообще, в общий контент этой сети что-то информативное, что-то полезное, что-то образовательное. Такими возможностями, поэтому нужно, конечно, пользоваться. Не пренебрегать ими, да, но это все, конечно, будет только плюсом к нашей работе. Да. Мы сами недавно наблюдали ролик из ТикТока, и не один, о том, как у нас была открыта в Казани новая модернизированная национальная библиотека. Действительно, за короткий промежуток времени было представлено все, и можно сказать, что мы там побывали, может быть, уже вот как достаточно прям реально.
Так ведь? Алена Альбертовна, благодарим вас за ваше выступление. Если будут вопросы, мы обязательно их еще зададим, прокомментируем. Коллеги, мы продолжаем наш семинар. Задавайте вопросы в чат, они появляются так или иначе. И сейчас мы переходим к освещению темы года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Я приглашаю сюда заведующего отделом краеведческой национальной литературы Эвелину Николаевну Малееву. Она нам расскажет о всех наших планах, о всех наших мероприятиях в библиотеке, посвященном как раз этому году, и прокомментирует, может быть, какие-то другие события, к которым мы вас приглашаем поучаствовать. Эвелина Николаевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Глава Чувашской республики Олег Николаев в послании Государственному совету нашей республики отметил: в 2021 год мы входим с ясной программой по сохранению и развитию чувашского языка, родного языка. Ее цель – повысить престиж чувашского родного языка, создать необходимые условия для его активного использования в общественной жизни. Минобразованию необходимо разработать новый современный учебник по чувашскому языку и литературе, который должен поступить во все школы и во все библиотеки республики в кратчайшие сроки. Из этого следует, что одним из приоритетных задач текущего года является сохранение и развитие чувашского языка. И в связи с этим мы осознаем и четко понимаем, что работа по данному направлению требует усиленной и слаженной работы учреждений культуры и образования. Активную позицию здесь занимают и библиотеки. Нашей библиотекой на 2021 год сформирован план по сохранению и развитию чувашского языка. Более значимыми среди них являются: это межрегиональный праздник чувашской детской книги «Народы дружат книгами» Халық Туслыхе Кенигере, где центром внимания станет чувашская детская книга. Праздник пройдет на базе Марийской республиканской детско-юношеской библиотеки. Уважаемые коллеги, если у вас есть успешно реализованные проекты и программы, посвященные чувашской детской книге, популяризацию местных авторов, то до 15 апреля, пожалуйста, подготовьте и отправьте нам текстовую информацию и презентацию или же видеоролик о них. Из представленных работ мы создадим единый презентационный материал, который продемонстрируем во время праздника чувашской детской книги в Мариэл. В целях поддержки литературно одаренной молодежи Чувашской республики в апреле стартует уже 8-й республиканский конкурс литературного творчества молодых «Шенияцы Мужатвар. Открываем новые имена», посвященный 150-летию со дня создания новой чувашской письменности. Право на участие в данном конкурсе имеет молодежь с 16 до 35 лет. Подробную информацию о конкурсе, конечно же, мы вам отправим. В апреле текущего года пройдет республиканский онлайн-фестиваль чтения для детей и юношества «Ялан Янра Чуваш Челихи». «Всегда звени язык чувашский», приуроченный Дню чувашского языка, также посвященный 150-летию со дня создания новой чувашской письменности. В рамках фестиваля дети и молодежь Чуваши в своих аккаунтах в социальных сетях должны разместить видеоролики с чтением любимых художественных произведений на чувашском языке с хэштегом «Янра Чуваш Челихи. Звени язык чувашский». Уважаемые коллеги, хочется надеяться, что вы, как всегда, проявите профессионализм и со своими читателями примете самое активное участие в данном фестивале. Мы освоили YouTube-канал, платформу Zoom, и на этих площадках в течение года пройдут встречи с чувашскими писателями и поэтами. Они представлены на слайде. Здесь хочется отметить, что встречи в основном пройдут с теми писателями, чьи книги уже изданы или же будут издаваться в текущем году в чувашском книжном издательстве. Уважаемые коллеги, если у вас появилось желание участвовать в этих встречах, пожалуйста, отпишитесь, мы включим вас в программу. О краеведческих новинках художественных и познавательных книг для детей и молодежи мы готовим видеоролики и размещаем на аккаунтах нашей библиотеки в социальной сети и на YouTube-канале. Можете отслеживать. В 2020 году нашей библиотекой на платформе EasyTravel был разработан и размещен виртуальный квест «Удивительная Чуваша».
На данный момент язык текста квеста русский, а в этом году наряду с текстом на русском языке разместим текст на чувашском языке и аудиогид также на двух языках, на чувашском и на русском языках. Ко Дню Республики ваши читатели смогут пройти квест, пользуясь уже чувашским текстом. В библиотеке для детей дошкольного и младшего школьного возраста мы организовали клуб по изучению чувашского языка «Чевель-Джевель-Джигесем». Занятия проводятся 2 раза в месяц. Одно из них – это изучение новой темы, и второе занятие – это закрепление изученной темы. Занятия проводятся в очной форме, а также размещаются видеоролики обучающих занятий в социальных сетях нашей библиотеки, в частности ВКонтакте, и на YouTube-канале. Материалы также можете использовать в своей работе. Также я советую организовать подобные кружки или же клубы у себя на местах. 26 ноября прошлого года мы первый раз торжественно отметили День чувашской вышивки. Этот праздник учрежден указом главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года в целях сохранения чувашской вышивки как уникального культурного наследия чувашского народа. Праздник чувашской вышивки будет отмечаться ежегодно. Как отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем послании, что перед Минкультуры и Минэкономразвития Республики стоит задача в 2021 году продолжить всестороннюю работу по популяризации чувашской вышивки как регионального бренда и воссозданию национальной школы вышивки. Может быть, даже не воссозданию, а развитию, потому что очевидно, что достаточно много вышивка в нашей жизни сегодня присутствует, и мы этим гордимся. Данное направление является одним из приоритетных задач в деятельности библиотечного сообщества. Осуществляя эту задачу, в октябре текущего года мы проводим республиканскую онлайн-фотоакцию «Волшебство чувашской вышивки». Для участия необходимо разместить в своих аккаунтах в социальных сетях фотографии с чувашской вышивкой. Участники могут одеться в чувашские национальные костюмы, также демонстрировать чувашскую вышивку. Это платки, сувенирную продукцию с вышивкой, чехлы для телефонов, то, что актуально в наше время, украшения с вышивкой, ну и так далее. В ноябре на YouTube-канале библиотеки будет организована виртуальная мастерская с участием народов-мастеров чувашского промысла Щербин-Тенджинже в стране 100 тысяч вышивок. Ролики мастер-классов можете использовать также в своей работе. В прошлом году специалистами нашей библиотеки подготовлены видеопрезентации по хатя-растезем о известных мастерах чувашской вышивки Екатерине Ефремовой, Марии Симаковой, Евгении Жачевой, Татьяне Петровой, Надежде Ильиной, Анастасии Андреевой и Татьяне Шарковой и их вкладе в сохранение и развитие чувашской вышивки как уникального культурного наследия чувашского народа. Видеопрезентация размещена на странице нашей библиотеки в социальной сети ВКонтакте, а также на YouTube-канале. С целью увековечения трудового героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 году Сурского и Казанского оборонительных рубежей указом главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 года в Чувашской Республике объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В целях реализации данного указа разработан и утвержден план основных мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2021 году года, посвященного трудовому подвигу строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, направленных на сохранение исторической памяти, культурно-нравственных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения. План включает научно-образовательные и просветительские мероприятия, благоустройство и ремонт памятных мест, установка и благоустройство территорий мемориальных объектов, культурно-массовые и организационные мероприятия, информационно-пропагандические мероприятия. Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики создан единый информационный сайт в сети интернет, посвященный строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который постоянно пополняется и актуализируется. В увековечении трудового героизма строителей оборонительных рубежей Чувашской Республики наряду с другими организациями и учреждениями, конечно же, самое активное участие принимают и библиотеки.
Методические материалы для своей работы по данному направлению вы сможете найти на официальном сайте нашей библиотеки в тематическом баннере «Сурские и Казанские оборонительные рубежи». С мая по октябрь наша библиотека организует межрегиональную читательскую онлайн-экспедицию «Сурский оборонительный рубеж». Экспедиция охватит те регионы, на чьих территориях проходила трасса Сурского оборонительного рубежа. Это Марийская, Чувашская, Мордовская республики, Ульяновская, Горьковская, Пензенская, Саратовская области. Уважаемые коллеги, если у вас есть исторические материалы, воспоминания участников, строителей оборонительных рубежей, о чем бы вы хотели рассказать и показать нашим коллегам, то приглашаем вас принять участие в данной экспедиции. За победу Сурские и Казанские оборонительные рубежи по таким названиям с августа по сентябрь пройдет республиканская дистанционная викторина. Всех желающих приглашаем к участию. На странице библиотеки в социальных сетях ВКонтакте мы разместили виртуальный архив «Трудовой подвиг в лицах», где размещаем информацию, биографию участников строительства оборонительных рубежей, их воспоминания, а также их фотографии. Уважаемые коллеги, предлагаю в течение года совместными усилиями пополнять данный архив. Мы уже обращались к вам с такой просьбой, просто хотелось еще раз напомнить об этом. Материалы архива также параллельно печатаются в республиканской газете «Шамрак-Сен-Хаджаджа». Подвиг безмолвных рубежей. Сурские и Казанские оборонительные рубежи. По таким названиям специалистами нашей библиотеки разработан сценарий исторического досье, посвященного трудовому подвигу строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Издание дополнено видеопрезентацией о том, что было, не забудем. Материал также размещен на тематическом баннере, который находится на сайте нашей библиотеки. Можете найти и пользоваться данным материалом в проведении мероприятий, посвященных оборонительным рубежам. Уважаемые коллеги, у меня на этом все. Если есть у вас вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить. Да, Елена Николаевна, вопросы есть, они как раз касаются оборонительных рубежей. Коллеги интересуются, планируется выпуск ли новых изданий, посвященных как раз вот оборонительным рубежам? И есть ли у нас какая-то информация о том, что, может быть, Чувашское книжное издательство уже готовит к выпуску, и когда, где мы можем узнать об этом? Спасибо за вопрос. Чувашское книжное издательство буквально 2 недели назад издала книгу, как раз посвященную оборонительным рубежам. Там есть и исторические материалы, и воспоминания участников оборонительных рубежей. Книга уже находится в продаже. Можете закупаться смело. В новинках, да? Да, книжных новинках, фирменный магазин. И вот такой вопрос. Мы, конечно, с вами, коллеги, завершили проведение мероприятий в рамках недели детской книги. У нас было достаточно много звонков, да, с просьбой предоставить контакты писателей, поэтов, всем, чтобы они посетили библиотеки в ваших районах и городах. И вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли к вам, скорее всего, и в будущем обращаться по вопросу приглашения писателей на встречу с детьми? И можем ли мы предоставить такие контакты? Конечно. Мы вплотную работаем с Союзом профессиональных писателей Чувашской Республики, также с Союзом писателей Чувашской Республики. У нас 2 союза Чувашской Республики, как вы знаете, да? И координаты многих писателей у нас есть. Мы с ними работаем, и в любой момент можете позвонить. Я вам могу порекомендовать, кто может выехать в районы и на своих площадках провести мероприятие. Координаты есть, с удовольствием будем отзываться и отправим координаты. Спасибо большое, потому что это важно. У нас перед нами поставлена цель как можно чаще приглашать творческих наших писателей, поэтов, продолжать с ними встречи, презентовать их новые издания. Поэтому, коллеги, смело можете обращаться напрямую в методический отдел к Елене Николаевне. Все контакты мы предоставим. Потому что здесь мы работаем с вами сообща, действительно хотим донести всю информацию и о новинках, и в том числе и о тех событиях, которые происходят в жизни авторов, специально так вот напрямую.
Евгения Николаевна, мы благодарим вас за ваше выступление. Спасибо вам Спасибо. большое. Да. Коллеги, продолжаем тему года в Чувашской Республике. Я приглашаю заведующего отделом обслуживания нашей библиотеки Романову Наталью Николаевну. Наталья Николаевна представит нам лэпбук «Сурский рубеж» 1941-2021. Это выступление было подготовлено в рамках нашей секции заведующих детскими библиотеками. Мы с вами, с некоторыми из вас мы уже встречались, представляли вот это наглядное пособие. Наталья Николаевна, пожалуйста, представьте это пособие для широкой нашей, вот сегодня нашего круга наших участников. И вам слово, пожалуйста. Спасибо, Наталья Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня все большее внимание библиотекарей и читателей захватывают необычные развивающие книги, выполненные с помощью различных технологий. Лэпбук, Виммельбух, скраббукинг, книга Тоннель и другие. В рамках организации интересного и полезного досуга детей в библиотеках осваивают новую технологию изготовления лэпбуков, которая способствует продвижению и популяризации книги. Автором пособия считают американку Тэмми Дюби. Она придумала наполнить небольшую папку разнообразными картинками, кармашками, стишками и бумажными подделками для закрепления и сохранения информации, которую освоила со своими детьми. Фото первых лэпбуков попал в интернет, и это пособие стало достоянием всех неравнодушных родителей, воспитателей и учителей. Лэпбук признан инновационной технологией, имеющей множество достоинств. Само это название в дословном переводе с английского означает «наколенная книга». Эти чудо-книжки полны загадок и секретов, что очень по вкусу маленьким исследователям и любителям тайн. Плюсом лэпбука еще является тот факт, что лэпбук – это удивительный инструмент воспитания, сделанный вручную. Сам по себе он интерактивен, начиная от процесса его изготовления до готового продукта. Как же можно самостоятельно сделать лэпбук? С чего же все начать? Работа проходит в несколько этапов. Первый этап – это, конечно же, выбор темы. Это самый главный этап, на котором ставим цель и определяем задачи. Можно выбрать или одно литературное произведение, или обобщение по творчеству писателя. После определения можно переходить к составлению плана. Чем же заполнить лэпбук? На этом этапе надо продумать, что он должен включать в себя, какие задания будут уместны, чтобы полностью раскрыть эту тему. Следующий этап – это составление макета. Теперь надо продумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана, то есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии. Формы представления могут быть любые, начиная от самой простой текста до игр и заданий. Все это размещается на различных элементах папки, в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-кармашках, вращающихся кругах, конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся страничках и других элементах. Следующий этап – это изготовление лэпбука. Здесь все зависит от вашего воображения. Подбираем материалы, заполняем все кармашки подобранным информационным материалом, и лэпбук готов, можно заниматься. В рамках года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, нашей библиотекой изготовлен лэпбук «Сурский рубеж» 1941-2021. Он призван способствовать повышению познавательной активности детей и молодежи по заданной теме, а также формировать у молодого поколения патриотические чувства. По нашей задумке, лэпбук будет способствовать продвижению и популяризации изданий из фонда библиотеки, позволяющих на основе архивных материалов и опубликованных источников развернуть историю жизни тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, показать трудовые будни сотен тысяч жителей Чувашии, в том числе работу по строительству оборонительных рубежей. Лэпбук представляет собой дидактическую досье-папку, которая в течение года будет пополняться материалами, совершенствоваться вместе с читателями. В папке для младших школьников имеются пазлы и раскраски в форме раздаточного материала. В отдельном кармашке
размещена информация о награждении лучших участников строительства. По итогам строительства Сурского оборонительного рубежа Бюро обкома ВКПБ обратилось с ходатайством в Госкомитет обороны о предоставлении правительственных наград лучшим участникам, проявившим подлинные образцы трудового героизма на оборонительных рубежах. Их было более 50 человек. Еще 234 человека были награждены почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР по данным Госархива современной истории Чувашии. Полный список награжденных благодарностью опубликован в Красной Чувашии 18 марта 1942 года. Тогда наградили особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работников. Лучшие участники строительства были награждены правительственной наградой, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Все эти названные материалы можно найти в соответствующем кармашке. В следующем кармашке поместили закладки для книг, которые представляют собой короткую инфографику. Их можно раздать активным участникам мероприятия. На верхней створке папки вмонтированы круги «Установи дату». Первый круг поделен на 31 сектор и отражает модель месяца. Второй круг на 12 секторов и отражает модель года. Третий круг поделен на 8 секторов и отражает годы с 1939 по 1947 год и 2021 год. Для закрепления или проверки знаний участников мероприятия можно дать такие задания. Установи дату начала строительства Сурского оборонительного рубежа. Установи дату окончания строительства Сурского оборонительного рубежа и другие. В папку вложена книжка-раскладушка, на одной стороне которой расположены информационные материалы о масштабности всечувашского строительства. С другой вклеены конверты с заданиями, выполняя которые можно пройти своеобразный квест. Угадать по картинкам города, для которых ставилась задача укрепления в планах тылового оборонительного строительства. Отметить на карте Чувашской республики линию Сурского оборонительного рубежа. Прочитать пословицы времен Великой Отечественной войны, вычеркнув ненужные буквы. Выбрать из представленных вариантов подходящую одежду и обувь для трудового армейца, подходящую технику и орудия труда для рытья дотов, окопов и траншей. Также расшифровать телеграмму, используя ключ и другие задания. Выполнить их можно, только изучив и исследовав тему. Поэтому ознакомлению с лэпбуком предшествует организация патриотического чтения книг по теме и погружение в материал. В папке также содержится конверт с воспоминаниями участников строительства, для пополнения которого будут привлечены юные читатели, проводя интервьюирование свидетелей, участников исторического события и их родственников. Лэпбук хорошо подходит для индивидуальных занятий и занятий группами. Подходит для многократного применения. В дополнение к лэпбуку нами изготовлена диорама в чемодане «Строительство Сурского оборонительного рубежа», изображающая момент исторического события. Как особый способ подачи документального материала, диорама помогает нашим посетителям окунуться в атмосферу экспозиции, создает полную достоверность и усиливает эмоции, дает возможность в объеме рассмотреть сюжет. Наша библиотека принимает заявки на проведение занятий с использованием данного пособия. Лэпбук нами уже апробирован и имеет положительные отзывы. Нами проведены квест и интерактивные игры для разной аудитории. Для участников разного возраста из конвертов выбираются задания, соответствующие именно данной категории. Надеемся, что лэпбук будет восприниматься нашими читателями как пособие, к которому интересно возвращаться, перелистывать и пересматривать информацию. Также думаем, что лэпбук будет интересен не только юным читателям, но и вызовет интерес у взрослого контингента нашей библиотеки, интересующегося тематикой строительства Сурского оборонительного рубежа.
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Наталья Николаевна, благодарим вас за подробное освещение этой темы. Действительно, лэпбук был разработан, он набирает популярность, мы убедились в этом, потому что те мероприятия, которые уже были проведены, дают нам понять, что вот именно эту сложную, непростую тему для наших читателей можно донести и в таком виде, с тем, чтобы они действительно посмотрели, убедились, приняли участие и заинтересовались, потому что такую тему надо раскрывать очень подробно, и с применением вот этих технологий, мне кажется, у нас тема как-то вот раскрывается более реально, более как бы доступно, что ли, я бы так сказала. И у нас есть вопрос. Вопрос, предоставляете ли вы готовый материал лэпбука для работы, как можно получить этот материал, может быть, контакты какие-то мы озвучим сейчас. Да, мы готовы предоставить электронные варианты материалов лэпбука, и условия передачи этих материалов вы можете узнать, позвонив нам по номеру 52 37 22. Это телефон для связи с Натальей Николаевной. Да. Она лично с вами побеседует и решит все ваши вопросы, и в том числе, каким образом все это можно будет сделать, потому что здесь объем не маленький. Да. Тот объем, который мы сами готовили с прошлого года, изыскивали материалы, по крупицам буквально находили, потому что все мы знаем, что по освещению этой темы всего 2 небольшие книги, и мы вынуждены были вот опираться, ну, хорошо, что опираться на эти источники. К сожалению, тема пока не так раскрыта. Нет у нас, Евгения Николаевна сказала, что вот буквально через 2 недели и уже в продаже есть эта книга, новая книга, да. Поэтому, коллеги, пожалуйста, вот был озвучен контакт, мы его еще раз повторим. Наталья Николаевна, я вас благодарю. Спасибо вам за ваше выступление. Мы продолжаем программу нашего семинара. Коллеги, я приглашаю сюда заведующего отделом обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста Наталью Сергеевну Степанову. Тема ее выступления посвящена проекту в поддержку семейного чтения. Речь пойдет о всероссийском проекте «Читающая школа». Этот проект носит название касаемо общеобразовательного учреждения, но тем не менее, как мы знаем, проект предполагает участие и специалистов муниципальных общедоступных библиотек, о чем сейчас нам Наталья Сергеевна и расскажет. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. 29 мая 2017 года вышел указ президента России под номером 240 об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства. А 3 июня этого же года правительством Российской Федерации была утверждена концепция программы поддержки детского и юношеского чтения. Целью этих важных документов является создание в России активной среды для творческого развития детей, для создания читающего детства. Каждый родитель знает, как велика роль семьи в формировании отношений к чтению и книге. Ведь именно родители начинают собирать первую библиотеку детских книг. Именно они читают стихи, рассказывают сказки, истории перед сном. Именно они помогают ребенку познать, что такое чтение и как его научиться любить. Конечно, именно родители оказываются первыми на протяжении первых лет жизни со своим ребенком. Именно они прививают любовь к чтению. Проект «Читающая школа» направлен на решение главной проблемы современного кризиса детского чтения, слабой читательской активности. Ребенок растет в окружении нечитающих родителей и в отсутствии качественных фондов детской литературы. И в связи с этим проекты, поддерживающие чтение, должны быть направлены не только на одаренных детей, но и в целом на семью. Проект «Читающая школа» призван объединить российские традиции привлечения к чтению с зарубежными разработками, а в частности с опытом шанхайских педагогов в Шанхае, с опытом китайских педагогов в Шанхае, где 15-летние подростки заняли первое место в международном исследовании ПИЗа по качеству чтения. Как же им это удалось? Оказывается,
секрет в их уникальной программе, которая работает в каждой шанхайской школе, где открыты родительские комнаты, или, как они их называют сами, комнатами для мам. Там работают клубы читающих мам, проводятся занятия по психологии и педагогике детского чтения. Каждую пятницу в каждой школе Шанхая мамы читают вслух специально отобранные произведения из детской классики и современной детской литературы. А дети, в свою очередь, отбирают лучшую маму месяца. И в России на основе шанхайского проекта под эгидой Русской школьной библиотечной ассоциации были подготовлены свои мероприятия для российских детей и их родителей. 12 октября 2020 года был дан старт на пресс-конференции в ТАСС уникальному и очень важному событию, который претендует стать по праву событием года государственного значения. Это открытие всероссийского онлайн-конкурса «Читающая школа, читающая мама, читающая страна». Организаторами являются Агентство стратегических инициатив, Русская школьная библиотечная ассоциация и Союз женщин. Особое внимание при организации было уделено внимание обращено на молодых матерей, детство которых прошло в 90-е годы, 20-е годы столетия, наше столетие, когда в силу социальных причин родители не смогли уделить своим детям должного внимания, и они уже выросли без книжной прививки в годы своего взросления. И сегодня это уже более 70% современного родительства, и это пропущенное поколение 90-х. И отсутствие собственного опыта общения с книгой привело сегодня начинающих мам к непониманию его истинной ценности. И, конечно, это очень отрицательно сказывается на наших детях, сегодняшнем поколении. Всероссийский онлайн-конкурс «Читающая школа, читающая мама», «Школа, читающая мама, читающая страна» в 2021 году продолжит свою работу, и он будет проходить также во второй половине года. Конкурс направлен на популяризацию семейного чтения и повышение читательской грамотности школьников. Цель конкурса – это прежде всего собрать лучшие практики в области детского и семейного чтения и поделиться ими со всей страной. Сформировать сообщество читающих родителей, которым будет интересно развиваться вместе со своим ребенком. Расширить зону взаимодействия книги в системе образования под лозунгом «Мы за чтение через все предметы». Внести реальный вклад в решение глобальных задач в сфере образования, поставленные на уровне нашего правительства, и популяризировать чтение детей и взрослых. Конкурс проводится по двум номинациям. Обратите внимание, первая номинация «Читающая школа, читающая страна». В этой номинации принимает участие школы. Вторая номинация «Читающая мама, читающая страна». В этой номинации можем принимать участие мы все с вами, наши читатели, родители, молодые семьи. И целью номинации является возрождение традиции семейного чтения. В 2020 году для участия в этой номинации необходимо было представить видеоролик, где мамы читают своим детям художественные произведения не только классиков, но и современных детских авторов. Также заполнить анкету участника с описанием целей и задач. И в тех непростых условиях, которые уже ровно год стали новой реальностью, семья стала объектом внимания номер один. Понятие самоизоляции, карантин определили формат перестройки образа жизни и испытаний на прочность семейных отношений. А микроклимат, как мы знаем, формируется прежде всего в семье, его формируют родители. И такие конкурсы как никогда необходимы для наших читателей. Как сказала президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяна Жукова, пока в стране придумывают вакцину от коронавируса, от вируса,
мы уже с вами придумали свою прививку доброты и духовности через чтение книги. Также в рамках этого проекта, в рамках этого конкурса был организован фотоконкурс «Читающая мама». Суть конкурса в том, что родители, мамы не только читают своим детям, но и фотографируются в этот момент с любимыми книжками. Следующее мероприятие, которое было организовано в рамках проекта, это всероссийская читательская акция «Обнимем ребенка с книгой». Как сами говорят организаторы об этой акции, это хороший вирус добра, разума и любви в семьях при помощи семейного чтения хорошей литературы. Эта акция – хороший повод прочитать в семейном кругу добрый рассказ или сказку, поговорить с детьми о том, о чем мы с ними говорим очень редко, о доброте, о сострадании, взаимопомощи, уважительном отношении друг к другу, о любви не только к людям, но и к братьям нашим меньшим, верности, честности, достоинстве, ответственности. Все это эмоции высокого класса, которые мы, взрослые, должны воспитывать с рождения в малышах. Задачами акции являются укрепление семейных ценностей и традиций, популяризация семейного и материнского чтения, развитие у детей и родителей культуры чтения, читательского кругозора и информационной культуры, организация сетевого взаимодействия с профессиональной и родительской общественностью и средствами массовой информации. И, конечно, распространение лучшего опыта по приобщению детей к чтению. Уважаемые коллеги, информационно-методическим сопровождением проекта являются такие журналы, как «Читайка» и «Школьная библиотека». И у меня в руках сейчас журнал «Читайка». Вот посмотрите, да? Коллеги, вы также можете принимать участие вместе с вашими читателями, вместе с родителями, писать заметки, статьи и отправлять их в редакцию этого журнала. И принимать участие в конкурсах, которые они описывают и приглашают. И друг нашей библиотеки, писатель, редактор журнала Дмитрий Рогожкин очень рад видеть наших читателей на страницах своего журнала. Пожалуйста, принимайте активное участие. Если возникнут какие-то вопросы, вы смело можете к нам обратиться, и мы вам в этом поможем. Очень часто мы видим на страницах журналов наших читателей. Вы можете сфотографировать не только семью одного ребенка, можете сфотографировать целый класс и написать об этом небольшую заметку. И завершая свое небольшое выступление, я хочу пригласить вас принять участие в Республиканском дне семейного чтения «Читаем всей семьей», который пройдет 14 мая и будет посвящен Международному дню семьи. В этот день мы рекомендуем вам, коллеги, пригласить семьи для совместного чтения. Для родителей и детей можно провести экскурсии по библиотеке, организовать и подготовить обзоры книжных новинок и вообще прочесть в этот день самые любимые произведения детей и взрослых. И на этом у меня все. Надеюсь, тема вам поможет. Если есть вопросы, вы можете их задать. Наталья Сергеевна, спасибо вам за приглашение к участию и в республиканском мероприятии, и в освещении этой акции. Есть такой вопрос у наших коллег, вот он звучит следующим образом. Можно ли будет обратиться к вам за помощью в случае необходимости, если вот наши коллеги захотят участвовать в конкурсе «Читающая мама»? Да, если у вас, еще раз скажу, если вы решите участвовать в этом конкурсе «Читающая школа», «Читающая мама», «Читающая страна», мы можем вам в этом помочь. Звоните по номеру телефона 52 37 22. Как я уже сказала, конкурс будет проходить во второй половине года. В первой номинации принимает участие школа, во второй номинации принимает участие мамы и дети. Если у вас возникли вопросы, вы можете смело к нам звонить, и мы вам подскажем и поможем, куда отправлять работу, как именно заполнить заявку и каким образом должны работы будут оформляться.
И еще такой вопрос, дополнение. На предыдущих наших семинарах коллеги задавали такой вопрос. Можно ли как-то из фонда нашей библиотеки получить некий определенный комплект книг для сельских библиотек, чтобы сельские наши дети тоже имели представление о тех новинках, которыми располагает, допустим, ваш фонд? Мы также знаем, что в прошлом году достаточно хорошо были скомплектованы сельские библиотеки, но ситуация неоднозначная, поэтому если такая необходимость возникла, если вы видите, что вашим читателям не достает книг, можно будет обратиться к нашу библиотеку. Каким образом это лучше сделать, Наталья Сергеевна? Коллеги, мы работаем по системе МБА. Вы можете к нам позвонить, если вас интересует какая-то, скажем так, нужная литература, вы знаете, каких авторов вы уже хотите взять, мы вам ее отберем, подготовим список. У нас есть уже готовый договор по заключению, либо обслуживание МБА, либо мы на свой выбор делаем подборку литературы, но забирать ее нужно будет вам самим. Самостоятельно, да. То есть мы подготавливаем список литературы, упакуем в коробки все книжки, которые мы для вас отберем, и вы за ними уже приедете, мы оформим договор, и можно будет их уже собирать. Ну, подобная вот такая как бы передвижная выставка и комплект книг сейчас находится у нас в Кучелях, в Канашском районе. Да, мы продолжаем сотрудничество с библиотекой, поэтому вы также смело можете к нам обратиться. У нас и книги достаточно хорошо представлены, экземплярность я имею в виду, поэтому наши читатели точно не пострадают, а для ваших читателей это будет как раз вот тот массив изданий, который вам действительно был необходим. Специалисты из Центральной библиотеки Юрия Гагарина, город Новочебоксарск, обращаются к нам с просьбой прислать положение об акции, о которой вы говорили в заключении. Об акции читаем всей семьей, вы имеете в виду? Да, скорее всего, да. Более подробную информацию мы сделаем рассылку уже конкретно в каждую центральную библиотеку и вам ЦБС, да, и вам, городским библиотекам тоже они будут высланы. В настоящее время мы подводим итоги нашего большого конкурса, посвященного космосу. Да. Заканчивается прием работ на конкурс детского рисунка «Мы рисуем космос» в 3 номинациях. 7 числа, уважаемые коллеги, последний день приема работ. Мы хотим уже подводить итоги, поэтому кто еще не успел привести работы, мы их ждем до конца рабочего дня, до 7 числа. Спасибо вам большое за конкретные ответы на поставленные вопросы, Наталья Сергеевна. Благодарим вас за ваше выступление. Да. Коллеги, мы по программе дальше должны выслушать нашего ведущего психолога Наталью Витальевну Кулешову. Я ее приглашаю. Наталья Витальевна, присоединяйтесь. Тема ее выступления достаточно злободневная. Все мы с вами продолжаем нашу активную работу по профилактике асоциальных явлений в детско-подростковой и молодежной среде. И вот в этом направлении есть изменения, касающиеся тех документов, которые регламентируют нашу деятельность. Наталья Витальевна сейчас нам подробно расскажет об этом документе и нацелит нас на выполнение определенных задач. Наталья Витальевна, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Указом президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года номер 733 утверждена стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Утвержденный Путиным документ пришел на смену стратегии, принятой в 2010 году. Новая стратегия обсуждалась на совещании Совета Безопасности Российской Федерации 16 ноября прошлого года, где президент призвал активнее бороться с незаконным оборотом наркотиков и отметил, что это напрямую затрагивает национальную безопасность нашей страны и равнодушных людей в этом вопросе быть не должно. В новом документе к угрозам национальной безопасности отнесены такие проблемы, как расширение глобального рынка наркотиков из-за легализации каннабиса,
появление новых синтетических наркотиков. Для обозначения данной группы веществ используются такие сленговые названия, как дизайнерские наркотики, спайсы, соли, миксы, рост незаконного производства наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях и в зонах вооруженных конфликтов. Новые виды дизайнерских наркотиков сравнительно недавно появились на российском рынке и за короткое время набрали популярность среди населения, особенно в молодежной среде. Это различные стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические анальгетики, опиаты, каннабиоиды, которые очень хорошо прижились, скажем так, в Российской Федерации благодаря своей низкой цене. Также среди потенциальных угроз обозначено масштабное использование интернета для пропаганды и сбыта наркотиков. Авторы стратегии также отметили, что за прошедшие годы власти ужесточили уголовную ответственность за сбыт наркотиков в сети интернет. В результате реализации антинаркотической политики с 2010 по 2020 годы наркоситуация в стране в целом стабилизировалась, но в большинстве регионов также остается напряженной. Это все также было отмечено в новом документе. По соцопросам наркотики потребляют 1,9 миллионов человек, что составляет 1,3% от общего количества населения нашей страны. А с предложением их попробовать сталкиваются ежедневно 21,8% человек. Ситуация, как мы видим, сложная, и поэтому, потому что затрагивает будущее наших граждан. Одной из стратегических целей в этой связи новой антинаркотической политики, которая на период до 2030 года, является формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. Исходя из этой цели, перед учреждениями культуры стоит серьезная задача – совершенствование системы мониторинга наркоситуации путем повышения эффективности профилактической деятельности. Новая стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России будет строиться на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. К ним относятся патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. Опираясь на вышеперечисленные духовно-нравственные ценности, учреждениям культуры необходимо совершенствовать свою профилактическую работу. В новом документе предлагается включить профилактические мероприятия в образовательные программы и практики патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также уделить особое внимание духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях. А мы знаем, коллеги, что наша потенциальная аудитория – это обучающиеся образовательных учреждений. В нашей с вами компетенции проводить информационные мероприятия, направленные на профилактику немедицинского потребления наркотиков молодыми людьми. Это могут быть профилактические акции, тематические встречи и беседы, проведенные совместно с профильными специалистами, врачами-наркологами, сотрудниками правоохранительных органов, волонтерами-медиками, спортивными и общественными организациями, пропагандирующими здоровый образ жизни. Мероприятия рекомендуется сопровождать обзорами книг по заданной тематике, при возможности освещать данные мероприятия в средствах массовой информации. Хочу также напомнить, что в 2020 году была выпущена письменная консультация нашей Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой, которая называется «За безопасной чертой. Профилактика асоциальных явлений в детско-подростковой среде». В этом пособии представлены практические рекомендации по работе с детьми и подростками, находящимися в конфликте с законом, или детьми группы риска. К примеру, для детей и подростков, злоупотребляющих различными психоактивными веществами,
Тут указывается, что реализуются республиканские программы и проекты, которые вот называются, к примеру, «Про здоровье», «Здоровая школа», «Нескучные уроки». Эти мероприятия проводятся при активном участии Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашской Республики, Министерства здравоохранения Чувашской Республики, поддерживаются нашими культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатрами, кинозалами и включают в себя профилактические беседы подростковых врачей, наркологов и вот профильных специалистов правоохранительных органов, просмотр видеороликов и документальных фильмов антинаркотической направленности, ну и затем дальнейшее обсуждение. В заключение своего доклада хотелось бы вам сказать, что авторы новой стратегии рассчитывают, что скорректированная политика в отношении наркотиков должна привести в 2030 году к сокращению случаев отравления и смертельных исходов от психоактивных веществ. Совместными усилиями всех субъектов профилактики к этому периоду оценка наркоситуации в Российской Федерации должна быть оценена как нейтральная. Вот, в принципе, все. Спасибо за внимание. И чтобы действительно, коллеги, достичь вот этой вот оценки, как нейтральная, да, ситуация, нам действительно надо многое и многое сделать. И вот есть у нас вопросы у коллег, Наталья Витальевна, адресованные вам. Подскажите, пожалуйста, к каким сайтам можно обращаться за информацией по этой теме для проведения в библиотеке антинаркотических мероприятий? Уважаемые коллеги, есть такие вот сайты, действительно очень проверенные, где находится такая вот собрана актуальная информация, методические пособия, готовые фильмы для проведения, просто вот готовые сценарии для проведения профилактических мероприятий. Это «Общее дело РФ». Это общественная организация, имеющая свой официальный сайт, где любая информация антинаркотической, профилактической направленности проходит специальную цензуру и имеет определенные допуски на показ и проведение, ну вообще вот для проведения таких вот мероприятий. И еще хотелось бы мне вам порекомендовать такой вот сайт «Стоп наркотик». Это всероссийское общественное движение. Там тоже очень много полезной информации о проектах, которые реализуются в этом направлении в нашей Российской Федерации. И еще один есть вопрос. С какого возраста лучше приглашать детей на вот профилактические мероприятия? Когда это вообще допустимо? С какого возраста? Ну вот практика прошлых лет показывает, что вот, допустим, спайсы уже вызывали интерес у аудитории свыше, ну вот старше 12 лет. Вот от 12 плюс уже мы можем рекомендовать такую аудиторию, вернее, как бы привлекать детей такого возраста для проведения профилактических мероприятий такой направленности. То есть наши подростки, младшие подростки уже способны оценить вред вот такого увлечения, да, и оценить все те нехорошие негативные последствия, то есть воспринимать они будут эту информацию достаточно зрело и с тем, чтобы сделать какие-то определенные выводы. Да. Уже, да, еще в вашем выступлении прозвучала, конечно, рекомендация о том, что мы можем и должны приглашать специалистов профильных организаций. Я думаю, что на местах это тоже можно сделать не только в городах, а и у нас и в районах есть специализированные отделения или больницы, в которых есть специалисты. И достаточно часто мы видим в отчетах о том, что наши коллеги приглашают на такие мероприятия и врачей, и фельдшеров, да, и сотрудников правоохранительных органов. То есть наша работа с вами продолжается, просто она идет уже в свете вот этой стратегии, на которую мы должны будем опираться в дальнейшем. Так? Да, да. Спасибо, Наталья Витальевна. И я буквально задержу вас еще на несколько секунд с тем, чтобы сказать, что вы по-прежнему можете обращаться с консультациями, за консультациями к Наталье Витальевне как к руководителю нашего консультативно-методического центра по всем вопросам, касающимся вот этого направления. Сейчас она готовит большую информацию по деятельности наших консультативно-методических центров. В том числе у нас вот сегодня участвует библиотекарь из Урмарского района. Там тоже опыт большой такой, скажем, да, долговременный. Поэтому обязательно эта информация прозвучит на правительственной комиссии. На правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Чувашской Республики.
Да, прозвучит такая информация, мы озвучим тот опыт работы, который проводится, наработанный, проводится и продолжается работа в этом направлении по нашей Чувашской республике вот в деятельности консультативно-методических центров. Обязательно антинаркотическая деятельность будет освещена отдельным пунктом. Хорошо. Большое спасибо вам, Наталья Витальевна, за освещение этой темы. И мы с вами, коллеги, уже подходим к нашему завершению, к нашему мероприятию. Я приглашаю Наталью Николаевну Мисину, заместителя директора нашей библиотеки. Прежде чем мы ответим на те вопросы, которые остались без ответа, и подведем некоторые итоги, хочу обратиться к специалистам ЦБС, которые заполняли данные на статистическом портале библиотеки России детям. Наша библиотека тоже заполняет эту информацию как региональная библиотека. Мы не просто как региональные кураторы, которые координируют эту деятельность или каким-то образом ее просто наблюдают со стороны, абсолютно нет. Мы точно так же погружены в этот процесс. И хочу выразить слова благодарности заведующим методическим отделом, методистам, которые включаются в эту работу. Мы вместе с вами исправляем какие-то ошибки, находим ответы на вопросы. В этом году были некоторые изменения, поэтому благодарю вас за понимание тех вопросов, может быть, звонков, которые так или иначе отрывают вас от непосредственной деятельности в тот момент, когда вы, может быть, заняты чем-то другим. Могу сказать, что эта работа была высоко оценена специалистами Российской государственной детской библиотеки на семинаре, который был проведен, на всероссийском мероприятии, который был проведен для региональных кураторов стат-портала библиотеки Чувашской республики. Несколько раз упоминались как те учреждения, которые действительно справляются со своей задачей 100% в срок, 100% на тех условиях, которые на этот год были актуальны. И в этом году, я думаю, что мы тоже с вами справимся, потому что действительно у нас возникают вопросы по заполнению второго раздела, это формирование фонда, который необходимо, коллеги, в любом случае вести, учитывать на будущее с тем, чтобы знать, сколько у нас названий, наименований детской литературы, экземплярность, периодика. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что, как уже говорил, значительные поступления у нас были в прошлом году детской литературы. И это та информация, которая будет представлять достоверные сведения по всем библиотекам, обслуживающим детей в Чувашской республике. Благодарю вас и от себя лично, потому что мне действительно очень удобно работать с профессионалами, которые понимают ту задачу, которую ставит перед нами, по большому счету, государство. Наталья Николаевна, вот у нас здесь без ответа остался вопрос касаемо выступления Натальи Сергеевны. И вот можно ли использовать фотосессию журнал «Читайка». Этот журнал в фонде нашей библиотеки есть. Ну, можно ли пользоваться этим журналом? Да, я понимаю, к чему этот вопрос. Редакция журнала, как уже вы уже слышали, мы давно дружим с редакцией. Дмитрий Анатольевич Рогожкин предложил нашим читателям и нашим коллегам, и вам, уважаемые коллеги, предоставить свои публикации. И особенность этих публикаций в том, что не только рассказать о том, что любите вы, ваши читатели, читающие семьи, но и способствовать продвижению данного журнала. И поэтому приветствуется, если в кадре будет и появится журнал «Читайка». И то, как наши читатели любят этот журнал. Затем, конечно, для журнала очень интересно знать, как пользуются ли спросом те авторы, публикации которых появляются на страницах журнала. Спасибо вам, Наталья Николаевна, за ответ. И прежде чем мы вот увидим какие-то завершающие вопросы сегодняшнего дня, хочу обратить ваше внимание, как участников нашего мероприятия, у нас есть ссылка на анкету по удовлетворенности этим мероприятием, в котором вы сегодня приняли участие. Для нас важно узнать ваше мнение, насколько действительно были отражены те вопросы,
которые мы сегодня поднимали. Может быть, вы нам что-то посоветуете, порекомендуете с тем, чтобы мы смогли перестроить каким-то образом нашу программу, или, может быть, осветить в дальнейшем те вопросы, которые остались сегодня неохваченными. Ссылка эта была вам предоставлена вместе с другими ссылками и на регистрацию, и на трансляцию. Пожалуйста, коллеги, найдите буквально там 1-2 минуты для того, чтобы заполнить совершенно небольшую анкету в течение сегодняшнего дня, с тем, чтобы мы потом проанализировали эту информацию, которая от вас поступит. Я пока вижу, что вопросов нет. Ну, вы можете как-то написать с тем, чтобы мы видели обратную связь, насколько сегодня мы справились с той задачей. Было ли вам это полезно? Потому что ваши отзывы, анкеты нам помогут и улучшить свою работу, и, возможно, помочь вам решить какие-то вопросы, проблемы. Мы готовы. И, конечно, я хотела бы поблагодарить всех вас за активную работу, за ваши вопросы, неравнодушное отношение к тем вопросам, направлениям работы, которые мы с вами сегодня разбирали на этом семинаре. Я пока пишу слова благодарности всем участникам, и все-таки мы смеем надеяться на то, что мы сегодня завершим наше мероприятие на позитивной ноте. А впереди нас ждут большие события, как Библионочь, которая надвигается буквально и День космонавтики, который мы будем отмечать в этом году как юбилейное событие, тоже полет в космос первый. Поэтому по всем вопросам, опять-таки, напоминаю вам, что вы можете обращаться к любому нашему специалисту в нашей библиотеке. В том числе, Наталья Николаевна, все вопросы могут напрямую вам быть адресованы. Я думаю, мы в любом случае найдем возможность на них ответить. Я не вижу пока вопросов. Думаю, что, пользуясь все-таки правами ведущего сегодняшнего мероприятия, вы мне позвольте сделать заключительное такое слово. Мы благодарим опять-таки всех за участие. Есть сообщение о том, что полезная была все-таки информация. Заполните еще раз анкеты, да, об этом уже говорили. И, пользуясь правами ведущего, уважаемые коллеги, я объявляю наш практикоориентированный семинар завершенным. Спасибо вам за участие, за возможность сегодня присоединиться к нам. До новых встреч! До новых встреч, коллеги!